Депутат от партии ИИ в Анкаре Ибрахим Халил Орал призвал турецкий парламент издать уйгурский законопроект, подобно США, где был принят закон о защите прав уйгур, предусматривающий санкции против китайских чиновников. 11 июня на заседании парламента Ибрахим Халил сделал следующее заявление. На прошлой неделе в США был принят законопроект, одобренный Палатой представителей и Сенатом. Данный закон был принят на фоне растущего беззакония Коммунистической партии Китая и нарушений прав человека в уйгурском регионе и предусматривает жесткие санкции в отношении китайских политиков. Лично мне, как депутату турецкого парламента и тюрка по происхождению, стыдно от того, что подобный закон был принят не нами, а Соединенными Штатами. А ведь мы являемся родственными народами с точки зрения языка, религии и истории. Я призываю вас объединиться и поставить данный вопрос на повестку дня. Мы должны принять закон, осуждающий действия Китая против уйгур, который также предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников. Мы должны остановить китайский режим, который построил в уйгурском регионе сотни концентрационных лагерей, где наши братья-уйгуры подвергаются тяжелым пыткам. 15 июня уйгуры всего мира отметили День родного языка. По случаю праздника уйгурские и американские исследователи из уйгурского проекта США опубликовали свои поздравления на страницах социальных сетей. Глава Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса отметил важность сохранения языка и самобытности уйгурского народа. 22 марта 2015 года Всемирный уйгурский конгресс выдвинул инициативу о закреплении 15 июня как Дня родного языка. Подчеркнув халатность Германии по вопросу финансовых взносов в НАТО, Трамп сообщил, что сократит количество американских солдат в этой стране до 25 тысяч. Во время пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп сделал следующее заявление. Всем известно, что Германия не выполняет свои финансовые обязательства перед НАТО, из-за чего страна должна Североатлантическому альянсу миллиарды долларов. Если они не хотят платить, незачем держать там своих солдат. Ранее газета Wall Street Journal опубликовала статью о том, что советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен подписал указ о сокращении количества американских солдат, несущих службу в Германии. США призвали Российскую Федерацию немедленно освободить Пола Веллона, приговоренного к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Министр иностранных дел США Майк Помпео осудил решение Московского городского суда. Пол Веллон был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности в прошлом году по подозрению в разведывательной деятельности. Израильская армия нанесла удар по нескольким объектам Хамас, расположенным в оккупированном секторе Газа. В письменном заявлении представителя израильской армии Авицая Адре отмечается, что в ответ на ракетный обстрел по военным объектам Хамас на юге сектора Газа были нанесены авиа- и пушечные удары. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал возможность поэтапной аннексии оккупированных земель западного берега реки Иордан. Согласно договору коалиции, 1 июля Нетаньяху сможет предложить Кабинету министров или Кнессету рассмотрение об аннексии незаконных еврейских поселений, расположенных на западном берегу реки Иордан, а также Иорданской долины.